Нижегородская область – регион многонациональный, и долгие годы рядом с русскими соседствует такой доброжелательный народ, как чуваши. В области их проживает около 10 тысяч. И вот, наконец, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода открылся настоящий культурный центр притяжения. Человеком, который больше всех старался для создания этого центра, стала Алина Артемьева. 4 года назад она зарегистрировала чувашскую культурную автономию, затем создала фольклорный ансамбль. С этого момента у нас не покидала мысль, чтобы иметь свой угол. Сегодня на радость нам, вот это вот наше желание исполнилось. Да, мы были бы очень рады, если бы к нам приходили бы наши друзья, коллеги, и мы, соответственно, будем с радостью встречать их именно здесь. У нас теперь есть, да, где встречать людей, гостей. Поздравить своих друзей приехали чуваши, тоже хоровой коллектив из самих Чебоксар. Они остались приятно удивлены, как хорошо между собой взаимодействуют представители малой национальности и городские власти. И действительно, для Автозаводского района такие культурные центры тоже очень важны. Место, где можно будет ознакомиться с этой культурой, этой национальности, побольше узнать, увидеть вот костюмы, как вот, например, вот в созданном нами центре, как вот Алина Артемьева подготовили выставку, музей, книги, все об этнической культуре чувашей, и у них будет место, где приобщиться к этой культуре, и чем больше будет у нас таких мест, тем больше будет дружбы между всеми этническими национальностями. Кроме этнических нарядов и книг по истории народности, в день открытия культурного центра рассказали представители Чувашии и о своей национальной кухне. Угощать принято щедро. Суп-шурпа на баранине, вареники с творогом, пенный напиток и особый пирог. Называется это хуплу. Это национальный пирог. Это пекут только в Чувашии. Да. Только, да. Хуплу называется. Начинка, там сырая картошка закладывается. Сырая картошка, мясо, лук. Словом, нижегородские чуваши в будущее смотрят с оптимизмом. Со своим коллективом они готовы выступать на всех концертах, ведь главная цель – не дать людям забыть их многовековую культуру.